В стенах Академии наук Абхазии прошла научно-практическая конференция, посвященная единству народов, победивших в Великой Отечественной войне. Ученые представили свои доклады и рассказали об участии Абхазии во Второй мировой. Великая Отечественная война явила миру непоколебимое мужество и стойкость, героизм многонационального советского народа. Из Абхазии на фронт ушли более 55 тысяч человек. Напомнить о сплоченности разных народов при защите Отечества в тяжелые годы, о героях, еще раз всмотреться в историю – основная цель научной конференции, прошедшей в стенах Академии наук Абхазии. Всякая война, она разрушительна, несет несчастье, беды и горе, кроме того, что гибнут люди. Поэтому, я думаю, будет правильно, если мы выразим свое почтение, память павшим в боях за защиту нашей Родины не только в Великой Отечественной войне и в других войнах. Минутой молчания я предлагаю. По официальным данным, из 55 тысяч человек, ушедших на фронт, 17 тысяч погибли. Среди уроженцев Абхазии 22 героя Советского Союза. Однако, по словам научного сотрудника АБГИ Николая Медвенского, необходимо обновить и скорректировать эту статистику. Для начала я хотел бы попытаться на аргументах оспорить несколько все вот эти цифры, потому как, на мой взгляд, скромный, все они нуждаются в некой корректировке в сторону увеличения. Начнем, пожалуй, вот с цифры 55,5 тысяч. Эти данные были получены преимущественно на основе документов из военкоматов, районных, городских, плюс в ряде случаев учетно-послужные карточки офицерского состава. Но, к сожалению, при этом не учитывалось несколько категорий. Прежде всего, это уроженцы Абхазии, которые на момент начала Великой Отечественной войны проживали за ее пределами и были призваны уже на территории РСФСР, Украинская ССР, Белорусская ССР. Бывали случаи призыва с Эстонии, Прибалтика. Вот недавно коллеги из Эстонии передали информацию по нескольким десяткам погибших уроженцев Абхазии, которые пали смертью храбрых. Это преимущественно или 41-й, ну, соответственно, 44-й год на территории бывшей Эстонской ССР. Так вот, по базе данных «Подвиг народа», «Память народа», ОБД «Мемориал», место призыва значилось Эстонская, соответственно, ССР, не Абхазия. Но это же тоже как бы наши люди, да? Согласно переписи населения, значит, 37-39 год, при всей известной истории, скажем так, вопросы были к этим переписям, но только абхазов к моменту начала Великой Отечественной войны на территории только РСФСР около 1000 человек проживало. Соответственно, можно логично предположить, что часть из них была призвана, соответственно, райвоенкоматами, горвоенкоматами местными, да? И они не вошли в это число 55,5 тысяч. В рамках конференции были представлены доклады о преемственности поколения героев от Великой Отечественной до специальной военной операции, историографии Абхазии во Второй мировой. Что касается историографии Великой Отечественной войны в абхазской науке, первая большая работа вышла лишь в 1960 году, и это была и то. Она касалась трудящихся. Да, это работа Акакия Андреевича Абшилава о трудящихся Абхазии, Ашемчирского района в годы Великой Отечественной войны. Дальше вышла работа, соответственно, почти аналогичного содержания Черкесии, просто о трудящихся, да, всей Абхазской ССР в годы войны. И лишь в 1964 году во втором томе очерков истории Абхазской ССР был дан более или менее общий анализ, да, ситуации в Абхазии. Этот раздел был написан, опять же, Георгием Алексеевичем Дзизари.
Современные реалии, происходящие в мире, показывают, насколько хрупки сегодня модели, навязываемые западными институтами по устранению конфликтов, и те угрозы, идущие вдогонку с санкциями и истреблением целого народа, тиражируемые в информационном поле той же западной пропаганды, демонстрируют, что эти вызовы приведут к новым эскалациям и опасностям. В этих условиях важно помнить об исторической роли преемственности поколений героев, когда на фронтах Первой мировой войны, Великой Отечественной войны народа Абхазии и специальной военной операции сражались наши предки бок о бок и побеждали врага, так и сейчас эта традиция взаимопомощи, союзничества, фронтового братства продолжает сокрушать фашистскую идеологию. Мы живем во времена, когда то есть история, перестала быть научной дисциплиной о прошлом. И это не столько наука о прошлом, сколько наука о современности и о будущем. Сегодня совместными усилиями менеджеров от политики и науки формируется историческая политика, которая становится частью государственной идеологии, о которой здесь говорилось до меня. Современные элиты многих постсоветских стран провозгласили путь своего развития, предусматривающий отмежевание от общего российского и советского прошлого, а также цивилизационное, а следовательно политическое и стратегическое противоставление себя с Россией. На конференции были представлены и другие доклады. Кроме того, по видеосвязи присоединились и студенты Кабардино-Балкарского государственного университета. Гугуца Вардания, Раму Камке, Абхазское телевидение.